артисты концертно-театральной группы «Музыгранты». И если до сих пор у нас все обходилось более или менее мирно, то вот сегодня настал час битвы. Vocal Battle, вокальная битва, так называется наша программа сегодня. Но, если честно, то я сразу хочу сгладить всю остроту страстей и предупредить вас, что их не будет. И, может быть, те, кто внимательно прочел анонс на эту программу, уже сами догадались об этом. Ну, просто потому что сопрано и меццо-сопрано – это совершенно разные типы голосов. У них разный диапазон, они хороши в разном репертуаре, они по-разному воздействуют на слушателей, у них просто нет реальной почвы для столкновений. Но зато у нас есть шанс сегодня продемонстрировать вам всю красоту женского вокала, все его безграничные возможности. Лилия Третьякова и Вероника Пушина. Лилия Третьякова сопрано, Вероника Пушина меццо-сопрано. Две замечательные певицы продемонстрируют вам сегодня, что для них нет никаких жанровых и стилистических ограничений. Ну а начнем мы нашу программу романсами на стихи поэтов Серебряного века. Романс на стихи Игоря Северянина «Оправдаешь ли ты» прозвучит для вас в исполнении Вероники Пушиной. Ну а первой в этой номинации на сцену выйдет Лилия Третьякова. Она споет для вас романс Александра Вертинского «Не бегут». Партию фортепиано исполняет Виктор Костин. Yeah.
как уходит весной вода. Дни бегут, унося за собой года. Время лечит людей, да, лечит. Но от всех этих дней остается Ну, вы понимаете, это был только разогрев. И вот следующая номинация, в которой вы услышите лирическое сопрано Лилии Третьяковой и драматическое меццо-сопрано Вероники Пушиной, это классика. Но прежде я хотела хотя бы кратким пунктиром обозначить круг прославленных певиц и оперных партий, которые относятся вот к этим разным типам голосов. Ну, знаменитые меццо-сопрано – это Елена Образцова и Ирина Архипова. Это
Полина Виардо и Чичилия Бартоли, например, замечательные современные певицы. Ну а если говорить об оперных партиях, то это, конечно, прежде всего Кармен. Это графиня из «Пиковой дамы», это Амнерис в «Аиде». Ну и, в общем, можно продолжать еще очень долго. А великие сопрано – это Галина Вишневская и Анна Нетребко. Это Мария Каллас и Монсеррат Кабалье. Если говорить об оперных партиях, то их просто не счесть. Это и Виолетта в «Травиаде», это Чиа-Чиа-Сан, это Тоска. Ну, огромное количество оперных партий. Я думаю, что вы уже представили, о чем сейчас вот у нас будет идти речь, и в какой звездной компании оказались наши певицы. Вероника Пушина выбрала для своего выступления в номинации «Классика» классический романс Георгия Свиридова на стихи Блока «Как прощались, страстно клялись» из цикла «Петербургские песни». Партию фортепиано исполнит Анастасия Никитина. Ну а начнет опять эту номинацию, первой выступит Лилия Третьякова. И в ее исполнении вы услышите арию Лауретты из оперы Пуччини «Джанни Скики» «О мио бамбино каро». И Лилия Третьякова будет исполнять эту арию на итальянском языке, так принято. Оперные партии, как правило, исполняют на языке оригинала, но даже не зная итальянского языка, вы поймете, что речь здесь идет о любви, услышите, как страстно умоляет Лауретта своего отца, чтобы он отдал ее замуж за ее любимого. Пуччини, ария из оперы «Джанни Скики». Как прощались, страстно клялись, верности любви. Вместе тайн приобщались.
Вспоминай же ради Бога, вспоминай меня, как седой туман встанет до плетня. Сейчас считается, что любой певец может переключаться в своем пении в любую манеру. То есть он может петь в академической манере, и в джазовой, и в рок-манере, и в мюзикл-манере, ради бога. Но при этом система обучения певца все равно должна основываться на классике. Только академическая система обучения дает возможность певцу научиться правильному дыханию, петь на опоре, дает возможность расслаблять связки. То есть там огромное количество премудростей, только овладев которыми можно решаться на то, чтобы делать своим голосом разные рискованные вещи. Но вот переучиться с сопрано на меццо-сопрано абсолютно невозможно. Это тот тип голоса, который дала тебе природа, который дал тебе Бог. Правда, при этом бывает, что говорят, что вот он был баритоном, а теперь поет тенором. Но речь здесь идет только о том, что изначально тип голоса был определен педагогом неправильно. И неправильно воспитывался этот голос, и огромное количество травм и трагедий происходит именно из-за того, что педагог в свое время неправильно, так скажем, поставил диагноз. Поэтому вы должны понимать, что педагог для вокалиста – это почти Бог. Это невероятно большое значение имеет в судьбе каждого певца. И вот я не знаю, подошла ли Нина Андреевна Врачева, мне бы очень хотелось, чтобы вы увидели педагога Лили Третьяковой. Но она придет чуть попозже, она обещала мне сейчас конкурс. Я думаю, что я ее все равно объявлю, вы должны увидеть эту замечательную женщину. Ну, а вот теперь у меня, как всегда, есть в розыгрыше несколько билетов. Мне хочется наградить самых эрудированных меломанов, как это водится у нас обычно на концерте. И вот первый мой вопрос как раз касается прекрасного солиста нашего оперного театра, театра оперы и балета Удмуртской республики, который 10 лет назад дебютировал на нашей сцене в партии Евгения Онегина. Партия, написанная для баритона. А несколько лет спустя он вдруг совершенно замечательно исполнил партию Германа в «Пиковой даме». Партия, как известно, для драматического тенора. Ну и, собственно говоря, вот замечательным драматическим тенором этот певец с тех пор так и остался. И мне хотелось бы, чтобы вот вы назвали имя этого прекрасного солиста. Замечательно, пожалуйста, проходите на сцену. И вы сейчас представитесь, а получите вы пригласительный билет на 2 персоны на концерт, который состоится здесь в зале филармонии 1 марта. Он называется «Во власти саксофона». Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Екатерина, вы часто ходите не только, я так понимаю, на наши концерты, но и в оперный театр тоже. Да, я тесно связана с музыкой, я учусь в музыкальном колледже на вокальном отделении. Замечательно. И замечательный певец Максим Гаврилов. Мы рады, что очень известный в нашем городе. Пожалуйста, пригласительный билет. А мне осталось только объявить следующую номинацию. И это латино. Как вы понимаете, совершенно невероятно широкий спектр разных возможностей, и каждый из солисток может исполнить не одну композицию в этой номинации. Но вот Лилия Третьякова выбрала песню, которую мы впервые услышали в сериале «Клон». Песня «Луна», которая в русском варианте называется «День прощания». Вы услышите, Лилия Третьякова исполняет ее совершенно по-своему. Итак, латино.
«Луна».
Вероника Пушина «Сибаней». Микрофон прикрою, Лена. Такой новый жанр, он называется classical crossover. Он появился в искусстве лет 20-30 назад. Это такой сплав классики и поп-музыки. Олицетворением этого жанра является певица, имя которой вы мне сейчас попытаетесь назвать, а тот из вас, кто сделает это первым, получит пригласительный билет на концертную программу «Город женщин», которая состоится 15 марта здесь, тоже в концертном зале филармонии. Так, вот еще несколько штрихов к портрету этой замечательной певицы. Где-то в начале 80-х годов она исполняла эпизодическую роль в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки». Но, тем не менее, каким-то образом маэстро ее увидел, оценил, женился на ней и сделал своей музой. И лет 10 подряд все мюзиклы Уэббера писались в расчете на то, что главную роль в ней, в этом мюзикле, исполнит она. Но звездной ролью, звездной партией этой певицы стала Кристина в мюзикле «Призрак оперы». И именно после исполнения этой роли за ней закрепилось прозвище «Ангел музыки». Настоящее имя этой певицы, которая знаменита в жанре classical crossover, пожалуйста,
Сара Брайтон, пожалуйста, выходите сюда и получайте наш пригласительный билет на концертную программу еще раз. «Город женщин», Сара Брайтон. Но сейчас вы увидите, что не только Сара Брайтон хороша в жанре классикал кроссовер, наши девушки, может быть, даже и не хуже, умеют это делать. Пожалуйста, как вас зовут? Екатерина. Екатерина, еще одна, пожалуйста, ваш пригласительный билет. Ну, спасибо большое. Сейчас вы услышите в исполнении Лили Третьяковой пьесу Грига «В пещере горного короля». Это инструментальное произведение, но классикал кроссовер на то и необычный жанр, что он позволяет самые разные эксперименты. Ну, а сам номер — это такая фантазия Лили Третьяковой на тему лица и маски. Вечная тема, когда маска, которую примеришь один раз, вдруг норовит стать твоим лицом и под себя выстраивает твою судьбу, иногда совершенно роковым образом. И, конечно, артисты в этом гораздо более уязвимы, чем обычные люди. Григ в пещере горного короля поет Лилия Третьякова. Io so verto che io ne santo mille torta da, subi puto vanto da, io so verto che io ne santo mille torta da, no io li baranor, rudi da, no vilenju godan zenjo morta bule da, no io li baranor, rudi da, no vilenju godan zenjo morta bule da. Oh
исполнении Вероники Пушиной звучит таинственный шедевр Ремо Чацотто «Адажио Альбинони». Одна из самых прославленных певиц 20-го столетия — это, конечно, Мария Каллас. Ее называли дива, божественная. А к слову дива совершенно неприменимы такие понятия, как, например, скромная, непритязательная, даже если речь идет не о сцене, а о жизни. И я считаю, что это совершенно правильно, когда дива, даже отправляясь в небольшое путешествие, берет с собой не меньше десятка чемоданов. И мне кажется, совершенно правильно, что, например, и сегодня экспозиции, где выставляют костюмы Марии Каллас, не сценические, а те, что она носила в жизни, собирают толпы желающих посмотреть на них, поглазеть. В период наступления джинсовой моды и мини Мария Каллас носила шелка, бархат, соболя, невероятные какие-то шляпы, огромные шали и крупные драгоценности. И вот по поводу драгоценностей Марии Каллас у меня есть еще один вопрос и еще один пригласительный билет я хочу вручить кому-то из вас. Итак, вот у Марии Каллас
были совершенно невероятные старинные серьги, которые подарил ей когда-то великий Лукино Висконти. Подарил он ей в тот момент, когда она впервые исполнила партию Нормы на сцене Ла Скала. И потом всегда Мария Каллас надевала именно эти серьги, когда она пела Норму в спектакле или даже просто ария Нормы Каста Дива в каком-нибудь концерте. А незадолго до своей смерти, уже не выступая на сцене, она послала эти серьги в подарок новой молодой певице, замечательной Норме. И именно этой певице дано было стать величайшей дивой уже второй половины 20-го столетия. И имя ее вы мне назовете сейчас. Пожалуйста. Нет. Конечно, это Монсеррат Кабалье. И ваш второй пригласительный билет, доставшийся вам совершенно честным образом, вы вместе. Хорошо, тогда второй пригласительный билет я вручу маме Екатерины. И я хочу сказать, что это пригласительный билет на концерт, который состоится 14 февраля. Это программа Vocal Battle, но это не сегодняшний вариант, это будет вечерний концерт в 2 отделениях, там будут добавлены еще номинации, поэтому я думаю, что это будет вам интересно, или вы можете подарить это кому-то из своих знакомых. Большое спасибо, меня зовут Галина. Спасибо. Галина, мы будем рады видеть вас 14 февраля, точно так же, как и каждый из вас на концертной программе Vocal Battle. Ну а сейчас я объявляю следующую номинацию. Это зарубежный шлягер. И сейчас мы услышим, как Вероника Пушина исполняет песню из репертуара Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете». Помогает ей ансамбль «Золотая мелодия». Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui sort par sa bouche, voilà y avoir de la cendre touche, des amants auxquels j'appartiens.
маски – это совершенно разный образ, разная маска. И вот сейчас вы увидите и услышите, как Лилия Третьякова играет с образом и маской Мэрилин Монро. I wanna be loved by you из фильма «В джазе только девушки». Сразу громче делай, Третьякова. она не попадет. Loved by you, just you, nobody else. I wanna be loved by you alone. Bum-bum-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else. I wanna be loved by you alone. I would aspire to anything higher and to feel a desire to make you mine. Ba-da, to be done. Oh! I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire to anything higher and to feel a desire to make you mine. Ba-da, to be done. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Bum-bum-be-doo. Una cabeza de un hombre partida que gusta la forma bebé y que ahora va a seguir, no olvido
что это была следующая наша номинация «Танго». В исполнении Лилии Третьяковой прозвучало, может быть, одно из самых знаменитых танго. Его автор Карлос Гардель, и оно звучало в огромном количестве кинофильмов. Ну а сейчас нас ждет Астор Пьяццола, композитор, который, соединив танго с классикой и джазом, поистине сделал этот танец великим и возможности его абсолютно безграничным. Танго Нуэво, такой жанр создал Астор Пьяццола и оставался верен ему всю жизнь. У Пьяццолы даже есть танго-опера, она называется «Мария из Буэнос-Айреса». И вот сейчас фрагмент ее вы услышите в исполнении Вероники Пушиной. «Жо сой Мария», «Я Мария», поет Вероника Пушина, а помогает ей на фортепиано Анастасия Никитина, партию банденона на баяне исполняет Сергей Тепин. Сделайте повыше, сделай повыше, наоборот, зачем минимизатор? Просто яркости нету, звука.
Ведущий нельзя поменять? Перспектива — это такая высота в искусстве, которая предполагает почти полное одиночество и в жизни, и на сцене, но когда сливаются два голоса, мужской и женский, согласитесь, что это уже просто ни с чем не сравнимое наслаждение. Поэтому у нас есть специальная номинация «Дуэт». Вот сейчас вы услышите дуэт Лили Третьяковой и Андрея Бородулина «Лунная мелодия». Оркестра «Золотая мелодия». И вот в этом качестве ей приходится очень много работать на сцене с другим солистом оркестра, заслуженным артистом Удмуртии Алексеем Городиловым. И сегодня Алексей Городилов, ну и, конечно, ансамбль «Золотая мелодия» поддержит Веронику Пушину в номинации «Дуэт». Сейчас прозвучит дуэт Эмили и Эмилии из фильма «Обыкновенное чудо». Исполняют Вероника Пушина и Алексей Городилов.
согласитесь, что погода хороша, как никогда. Вот что, сударь, я скажу, я и правда нахожу, что погода не такая, как всегда. Ах, сударыня, скажите, почему же этот вечер удивительный такой? Право, сударь, может быть, это сложно объяснить, но, наверное, потому что вы со мной. Ах, сударыня, когда мы с вами вместе, все цветочки расцветают на лугу. Я скажу вам, сударь мой, мне бы надо быть домой, но цветочки я обидеть не могу. Как приятно и забавно, что я очень радуюсь вам, но вы мне неподавно. Вот и славно, Трам-пам-пам, как приятно и забавно, что я очень радуюсь вам, но вы мне неподавно. Вот и славно, трам-пам-пам. Ну и еще одна наша номинация. Вероника Пушина, я попрошу не уходить далеко, потому что сейчас первая она начинает номинацию «Цыганский романс». Вы услышите в ее исполнении романс «Дорогой длинную». И сразу вслед за ней Лилия Третьякова споет романс «Гони, ямщик». ехали на тройке с бубенцами, а вдали мерцали огоньки. Эх, когда бы мне теперь рисовали, душу бы развеять от тоски. Помню наши встречи и разлуки, навсегда ушедшие года, и твои серебряные руки, тройки улетевшие навсегда. Пусть проходит молодость легкая, как сквозь процветала вода. Только наша тройка удалая будет намечаться сквозь года. Дорогой
печаль пусть разлюбит, тоска пройдет, гони, ямщик, быстрей вперед. Лилия Третьякова шла переодеваться. Близится к завершению наша программа сегодня. И близится к завершению наш абонементный цикл тоже. Осталась всего одна программа. 17 марта мы приглашаем вас, гусары и дамы, и вся эта красота. Но самое главное, запомните, что 17 марта мы планируем не только представить вам абонементные программы следующего концертного сезона, но уже и начать продавать их. Так что вы как-нибудь подготовьтесь к этому концерту. Ну, а сейчас у нас осталась всего одна номинация.
и это шансон. Под шансоном все понимают свое, и каждый разное, чего только не понимает. Поэтому каждый поет все, что ему заблагорассудится. Мы решили не отступать от этого правила, и вот то, что захочется сейчас нашим девушкам, то они и споют. Шансон от Вероники Пушиной и Лили Третьяковой. Далеко земля твоя, и языка не знаю я, но ты гостил в моей стране, и эту песнь оставил мне. Я слышу. Hey, mambo, mambo, Италия, hey, mambo, Италия, поют песню твою повсюду. Ходят на свидание и танцуют на гуляне. Mambo, Италия, mambo, Италия, mambo, Италия. Ходят на свидание и танцуют на гуляне. Ты одна, уехал дальние края, но всюду знает песня твоя, как лучший друг. Слышу я мотив знакомый на улице и дома. Эй, мамбо, Италия, эй, мамбо, Италия, поют песню твою повсюду. Ходят на свидание и танцуют на гуляне. Много денег получает, мам, я
Спасибо. Еще раз поклонились все дружно. Вероника Пушина и Лиля Третьякова. Две звезды Удмуртской государственной филармонии, две звезды нашей республики. Я думаю, вы согласитесь, что это звание у них по праву. И я думаю, что вы будете на всех их ближайших и долгосрочных программах тоже. До свидания.